Первым делом сотрудники МЧС направляются на окраину селения. Этот район новостроек. Здесь щитовые дома, построенные из дерева или легковоспламеняющегося ДСП. Люди в таких домах, как правило, больше всего рискуют. Площадь маленькая, помещение плохо проветривается, да и запасных выходов нет. В этом доме доживаю последние месяцы, заявляет хозяин. Рядом он возвел новый дом с отдельной котельной. Однако лишним напомнить о возможных последствиях несерьезного отношения к газовому оборудованию не будет. Ведь цель мероприятия – предупредить. Газ в этом микрорайоне подведен к каждому дому. Однако большинство местных жителей проложили трубы кустарным способом с рядом нарушений. К примеру, неармированные шланги, краники с меньшей плотностью, чем положено, что в совокупности может привести к утечке газа. Хозяин этого дома таким способом газом пользовался недолго. Статистика пожаров растет с каждым днем. Только за последнюю неделю в республике зафиксировано несколько таких ЧП. В большинстве случаев причина – утечка и взрыв бытового газа. На сегодняшний день на территории города Назрани, Назрановского района у нас увеличилось число пострадавших именно от взрыва бытового газа. Пожары у нас изменений нету, как в этом году, так и в прошлом году. 21 пожаров. Именно случаи травмирования у нас увеличились. Чтобы их предотвратить, чтобы не допускать травмирования и пожара, вот у нас такие мероприятия проводятся. Практически каждый день проводим эти мероприятия. В этом году мы уже 4-й или 5-й раз в сельском поселении Плиево приезжаем. Стараемся обхватить именно более такие места, где проживают именно в щитовых домах. Рейдовые мероприятия проводятся регулярно. Газовики уже фиксировали здесь нарушения, определили срок на исправление. Здесь были нарушения. До того, как был проложен газопровод. Здесь были нарушения. Вот они, видите, вы сами, прокладывали трубы самостоятельно и подключались к этому газу. Но «Газпром» отрезал часть этой трубы и вот сделал новое подключение им здесь. Вот. Но как потеплеет, они тогда ведут эту эксплуатацию им. Этот газопровод, и тогда люди будут подключаться. Рейдовые мероприятия продолжатся и дальше по всему региону. Жителям не стоит воспринимать сотрудников в форме с опасением или подозрением, ведь инспекторы преследуют только одну цель – предотвратить несчастные случаи. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.